Библиотека имеет множество секретов, главный из которых вам придется сегодня найти. Для этого вам придется пройти столько странных открытий, но уверяю вас, это будет стоить того, с ними вы жалеете. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы пройти из одной локации в другую, в определенной последовательности, при этом преодолевая все препятствия, которые будут вам встречаться на пути. Маршрут дальнейшего следования, то есть номер локации, вы будете получать на каждом этапе по мере его прохождения, пока не доберетесь до главной своей цели. Будьте внимательны, обязательно слушайте то, что вам будут говорить. Я же облегчу вам задачу и дам номер первой аудитории, то есть локации. Это будет 5-й этаж, 501 аудитория. Вам все понятно? Пожалуйста. Удачи. Дабы я сердцем учила вас, видя плоды труда вашего. И таков дождь учения к вам проливала. Но нивы ваши в той же мере стоят, не возрастая, не поднимаясь вверх. А уж год подходит к концу, и лопата лежит на гумне. Боюсь, что будут у вас тернии, и отданы будете огню неугасимому. Постарайтесь же, чада мои, избежать его. Соделайтесь чистой пшеницей, смирите жерновах смирением, молитвой и постом, чтобы хлебом чистым принестись на трапезу Христову. А для этого прошу помочь вас собрать иллюстрации из этих фрагментов. Не, вот это вот. Я Вашингтон нашел. Так сюда будет эта икона. Сейчас еще. Хотя потом. Да. Чуть криво порезано. А что ты Где тут еще что? Вот это вот. Так, ребята, ну-ка подождите, едет к лицу, наверное. Наверное, вот так же. Все же команды. Да, а вот так вот, наверное. Да. Нет, вот это. Давайте вот так. Вот это, девчонки. Ура! Как? Вот эту еще. Вот так, да. Вот. Нет, переверни. Справились, молодцы. Благодарю вас, помогли безмерно. Знаю, что совершаете великое путешествие, дабы найти большую ценность. Теперь мой черед помочь вам. Вот задание, в котором вам нужно ставить недостающие буквы, используя подсказки. Икона. Икона. Записывай. И что осталось? Тишина. Тишина, все верно. Вы нашли недостающие буквы. У вас есть таблица. Подумайте, как ее использовать. Ладан. Д. Тиш. Все, вы нашли все 8 букв. Все 8 букв у вас есть. И есть табличка, в которой вам нужно составить буквенно-цифровой код, который укажет вам путь к дальнейшим действиям. Что у вас получается? Осмотритесь внимательно по интерьеру, он даст нам наводку. Так, ну что из букв у нас получается? Шкаф номер 1. Все, вот вам ключик. Открывайте. Меня зовут Йоган Гутенберг. Я недавно изобрел этот печатный станок. Смотрите, что он мне напечатал. А это, то, что здесь напечатано, поможет найти ключ. Читайте вслух.
культур, которые хранили в зернохранилищах. Зерно привлекало мышей и крыс, которые не только поедали его запасы, но и распространяли смертельное заболевание чуму. И только кошки смогли справиться с нашествием этой угрозы населения всего Египта. Но не везде так любили и обожествляли кошек, как в Древнем Египте. Одна из легенд о кошках гласит, что во Франции кошек считали колдовскими животными. В средние века во Франции инквизиция объявила кошкам войну, присудив им статус слуг дьявола, и сжигали на кострах вместе с колдунами. Ищем кошку. Кошка. Здесь? Ищите, что можно открыть. Так, ищем, что можно открыть. Кассовый аппарат. Что-нибудь там на замке есть? Это, наверное, что-то набрать? Постойте. 401 станет украшением нашего салона. А я так надеюсь на князя Счастного. Он, говорят, очень умный и увлекательный рассказчик. Дорогая моя, не переживайте, у вас пройдет отличный вечер. А вот наши гости, дамы и господа, мое почтение, располагайтесь. Я надеюсь, вам понравится у нас. Натали, пора подумать о вашем замужестве. Маменька, я еще слишком молода. Смотри, сколько здесь кавалеров. А вот Виконт Мясоедов очень известная фамилия в наших кругах. Я слышала, он недавно вернулся из Парижа. Его отец оставил огромное состояние. Маме, он такой душка. Маман, посмотрите, в каких странных туалетах блистают эти дамы и господа. Скорее всего, это последний писк моды. Наверное, они побывали на последнем балу у великого графа Юдашкина. А какие у них прически? Ах да, прически. Я бы их немножко подправила, а то совсем порастрепались. Я думаю, вы хорошо воспитаны. Не забывайте о ваших манерах. Шита Марго, я так люблю бывать в вашем доме. Он так прекрасный. Вашу красоту можно сравнить с красотой розы. Вообще, вы умеете делать комплименты? Надеюсь, мы будем сегодня играть. Да, конечно, как всегда, но чуть позже. Значит, у меня будет шанс отыграться. Господа, какие новости в свете? А знаете ли вы об этом Марцинкевиче? Говорят, он очень интересный человек. Да, я слышал про его план о вечном мире. Это очень интересно, но едва вероятно. Дамы, а как вам премьера новой комедии, которую поставили в Александрийском театре? Ее название, кажется, «Ревизор». Я смотрела. Бездарная комедия. Сам император был на премьере. Говорят, ему тоже не понравилось. То ли дело французские комедии. Шарман. Дамы и господа, а сейчас мы будем играть в мою любимую игру. Существует множество названий и словосочетаний, где есть собственное имя. Дети капитана Гранта, муки Тантала. Я предлагаю вам собрать такие выражения из данных слов. Сколько градусов по Фаренгейту? 12 негритян. А градусов по Фаренгейту? Ахиллесова есть? 451, наверное, Ахиллесов. А надо еще. 451. Азбука Морзе? Да, может быть, тоже. Где? Азбука. Азбука ждет Морзе. Троянский конь. Трое конь. А Ньютон? Ньютон. Нет, вот, есть еще 300 вряд ли. Вряд ли, допустим, на это. 300 или 101? Смотрите за цифры, может там... Много осталось? Мы вообще не знаем эти слова. Вообще не имеет смысла все остановить? Активного пользования книгой. В последнее время очень много говорили о бытии, о его преобразовании. Чем культурнее будет становиться жизнь, чем глубже будет проникать коммунистический дух в рабочую массу, тем распространеннее и разработаннее будут формы коллективного пользования вещами. Библиотека является одной из форм такого коллективного пользования, коллективным пользованием книгой. Товарищ Ленин
не раз повторял, что построить жизнь новую и светлую в стране безграмотной нельзя. Где безграмотность, там темнота и невежество. Человек безграмотный вроде того, как полудикий. Безграмотный человек стоит вне политики. Его сначала нужно научить азбуке. Без этого не может быть политики. Без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика. Товарищи, беритесь за дело покрепче. Наладить жизнь сытую, здоровую, просвещенную, светлую в стране безграмотной нельзя. Я заканчиваю. А теперь, дорогие товарищи, ваша задача найти послание Ленина. Подсказка будет в фотографии. Я думаю, что личный Кутурмас. Нет, даем же. Нам число нужно. Так давайте найдем число на фото. Вот куда он... Смотрите, он вот туда нам ездит. Ну вон, еще Кутурмас наставление дает. Или к светлому будущему. Ездит на он рукой показывает ваш шкаф. Наш шкаф. Ну-ка откроем шкаф. Ну. И вверх мы Так, навыки запомнил сейчас. Найди код. Подсказка, меня здесь много, я везде. Сколько же? Как узнаешь, сколько? Код тебе. Так, давайте считать Ленина. Сколько тут? Я тебе тоже Один. считаю. Сказка, Наверное, меня здесь много, я везде. Знаешь, я Сколько? верю, что Считаем, нет, мне кажется, не фото. Чтобы один Знаешь, сколько? Код раз. тебе подскажет. Где Ленин? Мне подскажут. У меня здесь много. Ленина. У меня здесь много. Ленинов много. Давайте считать Меня Ленина. здесь много, я везде. Вот их и считаем. Вот один тут, 1, 2, 3. Считайте все фотки. 4. Он не везде. Ну, тут В детстве. 5, 6, 7. Ну, да, Нет. еще там. Это не везде Ленин. 11, 12, 13. Надо Ты же вообще посмотреть. женщина. Кто не сбивший? Вот не на... 24. Ну, может быть, мне. Ну, там четырехзначный код нужен. Вот, нашли. Нашли. 30? Ну, что, там одного не было? 1984. 1989. Хороши. Давай. Блин, тут сложно, попробуй. В обратную сторону. Вообще выкрутили. Все, оно легко крутится. Блин, сейчас будет без Ленина остаться. Советские годы такое могли посадить. Только не. Умен не тот, кто... 501. 501. Я кончила школу, когда грянула война. Сразу бросилась в военкомат, но меня попросту выгнали. Ведь мне едва исполнилось 17 лет, а на фронт брали с 18. И тогда в июне 41-го девчонкам, которым было по 17, они боялись, что попросту не успеют попасть на войну, а она закончится. И тогда я придумала и специально прибавила себе год, чтобы попасть на войну. Я впервые побывал на войне под селом Каратоя Воронежской области. Нам приказали наступать против какой-то венгерской части. Вместе с командиром отряда мы продвигались вперед, но наткнулись на стену огня. Он приказал нам окапываться. Мы вместе с напарником выкопали ячейку на двоих. Кстати, забыл вам сказать, что моим напарником по счастливой случайности оказался мой лучший друг детства, Иван Кирюхин. Замечательный парень, отличник. Я у него всегда списывал. И вот в этом же нашем первом бою его убило осколком. Боже, как же мне его было жалко. У меня до сих пор перед глазами его лицо. А я до сих пор помню, как лежит на траве Аня Кабурова, наша связистка. Она умирает. Пуля попала прямо в сердце. В это время над нами летел клин журавлей. Все подняли голову к небу, и Аня тоже открыла глаза. «Девочки, как жаль, девочки!» — сказала она и замолчала. Потом улыбнулась нам. «Девочки, неужели я умру?» В это время бежал наш почтальон, наша Клавка. И она кричит: «Не умирай, не умирай!
тебе письмо из дома. Аня не закрывала глаза. Она ждала. Наша Клава подошла к ней, села рядом, распечатала конверт. Это было письмо от мамы. Дорогая, любимая доченька. Рядом со мной стоял врач. И он сказал: это чудо. Это чудо. Она живет вопреки всем законам медицины. Прочитали письмо. Только тогда Аня закрыла глаза. Песен еще не дописанных сколько, скажи, кукушка, пробор. В городе мне жить или на выселках, камнем дышать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Не очень. Потерпи сейчас. Сейчас только найду свою аптечку. Ребята, беда. Взрывной волной разнесло аптечку по всей округе и все ее содержимое. Помогите нам найти аптечку и ее содержимое. Иначе нам не удастся спасти бойца. Вот список того, что надо найти. Вот одна штука, борная кислота. Ищите вот здесь до стеллажа. Резиновые перчатки, одна пара, бинт. До стеллажа, до стеллажа. Преднизолон. Горная гипертония. Жгут вычеркивать. Жгут вычеркивать. Да. Жгут вычеркивать. Перчатки. Бинт какой? Бинт не сильный. Подойдите к солдату. Идемте ко мне, ребята. Этот документ это было мне. Возможно, это какая-то криптограмма, быть может, она пригодится вам. Спасибо. Можете подходить к столу. Дорогой Грейфельд, я посмотрел генеральный план ОСТ, который мне в общем очень понравился. Это нужно объединить в общем плане, а также в интересах подготовки карт и общих расчетов. Мне кажется, что в одном пункте меня неправильно поняли. Этот 20-летний план должен включать полное онемечивание Эстонии и Латвии, а также всего генерал-губернаторства. Мы должны это осуществить по возможности в течение 20 лет. Я лично убежден, что это можно сделать. Предложение создать на территории губернаторства и всей Остляндии только опорные пункты не свидетельствуют моим желаниям и планам. Хуже обстоит дело с Литвой. Здесь мы в меньшей степени можем рассчитывать на онемечивание населения. Более того, мы должны разработать общий план колонизации этой территории. Это должно быть сделано. Я прошу до предоставления общего плана в том же виде, как и генеральный план ОСТ, переслать мне для просмотра проект, в котором была бы достаточно определена наша потребность в людях, рабочей силе, денежных средствах и так далее. И указано, что нам понадобится для выполнения каждого из 4 пятилетних планов. Только после этого мы сможем установить, о каких мероприятиях можно будет отказаться в силу их невыполнимости. Ваш Гиммлер. Это криптограмма. Нам нужно что-то разгадать, найти в ней. Ошибки, да. Наверное, опечатки надо. Здесь очень много опечаток.
Обводить не надо здесь. Выписывайте слова. вопрос, который мне в общем очень нравился. Я хотел бы в удобное время передать этот план также Фюреру. Я необходимо, что у них... Учитывал. Так что писать? Буква Т, наверное. Так и пишем учитывал, потом исправим. Т и Ч. Ранее разработанные планы для областей Данциг, Западная Пруссия, Варской и Верхней Силезии и Восточной Пруссии. Объединить. Да? Где? Нужно объединить. Там вместо Т, Д. Не. Вот. Не. В общем, Ходите как слоны. Сходились тут. Что видите, я работаю. Тишина должна быть в библиотеке. Тишина! Что вы на меня смотрите? Молчать! Даже не вздумайте вообще не дышать, не моргать, не разговаривать. Вам понятно? Я сейчас вернусь. Подождите. Я сейчас вернусь. Только ничего не трогайте. Сотрете мне тут раритетные уши. Врача мне! Врача! Кто-нибудь! Врача! Есть кто-нибудь из вас? Врачи будущее, я не знаю. А что делать? Быстро! Ближе. Вот. Смотрите. Открытый перелом корешка. Нужно срочно наложить шов и купировать сепсис. Справитесь? Вот. Вот вам инструмент. Давай. девчонки, помогайте, медсестры. Нормально, да? Были тут у меня нерадивые студенты. Вот это брала. Устроили мне тут хаос. Опусти пальчик. Моей святилище чистоты и порядка. Все раскидали, разбросали. И теперь я не могу найти свои любимые книги. Зажим. Скальпель, зажим. Осталось мне от них только фото. Сидят? Я уже старый человек держит. Вот. Мне остались от них только фото. Помогите мне их найти. Справитесь? Конечно. Берите фотографии. Можно еще? Горький. Нужно искать мои любимые книжки. Везде. Найдем. Вот. Вот здесь и вот здесь. Они должны быть. Горький есть? Есть. Горький есть. Одну нашли? А как мне интересно. Что там еще есть? Неинтересно. Все только у тебя было. Да. А у кого там еще вообще не было? А, вот еще искать. Советские библиографии есть? Нет, надо. Советская библиография лежит у меня, я ее как раз изучаю. Первый, второй том. Замечательная статья о малых ИВМ как современной базе для автоматизации библиотечных информационно-библиографических процессов. Так, у меня те студенты, ну, которые были до вас, такие не родили, в общем. Вот. Они мне тут кое-что оставили. Я так думаю, что книжки они мои спрятали не зря. Кое-что они мне тут оставили, еще еле-еле нашла, мне ждут полок.
какой-то шифр. Может быть, это как-то связано с моими милыми пропавшими книжечками. Так что, наверное, это еще связано с какой-то тайной. Может, вы что-то ищете, я так понимаю, да? Да, может быть, вам это как-то поможет. Я не знаю. Да, забирайте. Третью книжку. Первая кому? Третья. Третья. Первая. Первая у меня. Что, третья? Да. Что почем? Да. Знаете, четвертый, где гимн книги? Наверное, да? Восьмое слово, получается. Страница 128. Третья строчка. Кто слово, кто строчку ищет, вы же поделитесь. Скажите мне, что написано. 128. Это слово. Да, восьмое слово. Третье слово. Восьмое слово или восьмое слово? Каталог с истиной. Каталог с истиной. Что? Каталог с истиной забирали. Нет, еще пятое. Какое? Первое И, значит, читаю. На 34. Истина. Всегда где-то рядом. Конечно. Буква 6. А какие у тебя первые? Может, сейчас с одной стороны возьмете, да? Что? Карточка регистрации читайте, нет? Ну, Вам не надо. Нужно зарегистрировать. Вот тут куча вообще. Толстого по григорианскому календарю. Нужно. Помните, что вы в новом веке? Отлично. Давайте второй вопрос. Доставайте телефон и разбираем каждый по вопросу. День рождения вам Я беру. Давайте я возьму. Первый вы заняты. Бери второй. Хорошо, я второй. Я шестой. Я шестой беру. Четвертый. Я вторую беру. Я беру Ну, давай, Сколько? 7 она забила? 5 взяли. Месяц уже недавно, август, наверное, или когда в август. Это какой месяц? Восьмой? Чемпионат мира по хоккею. Взять все остальные взяли? Ну, третье берете. Восьмое. Четвертый взял кто-нибудь? Я шестой взяла. Четвертый. Что это? Какой по счету? А пятая? 79, Все разобрали. Какой по счету прокуратор, блин. Так надо отказывать 9 без ответа. Да, четвертый забрали. Приват они 9. Пятый часов. Или из никакого представления. 4-5, да? Ворота. Команда Атомира в Чехии. Нет, это в Чехии. А это Третий 8. Четвертый, походу, 4. 9. 8. Алло. Сейчас вы выиграли 3 миллиона. Почти. Здравствуйте. Мы тут нашли номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, приветствую участников квеста. Сейчас вам необходимо найти фотографию, которая приведет вас к финишу. Она Фотография. находится в документе, который может больше всего рассказать о вашей студенческой жизни. И не только. Вы следите за нами? Это незаконно вообще. Он здесь находится? Вестник. Права студентов еще не написали. Вы должны быть студенческая профессионалом, чтобы там газета, как у меня там. Так она называется? Это явно не комсомольская. Может, намеришься? Смотрим, где газеты располагаются. Ну, как любые. Может, медведь? Фотография. Где это место? Где место? Мы уже нашли девочки. Ну что, нормально? Что это? Нет, это место какое-то. Все первый курс, да? Может, это наверху? Мне кажется, это да. Это в библиотеке наверху. Может быть, это где-нибудь Покажи в камеру.
Вот, наверное, так прикольно перепутать с шестым курсом. Много времени прошло, и на смену бумажным переплетам пришла электронная книга. Но мы не говорим о конце эры печатной классической книги. То есть книга остается нашим главным помощником в поиске информации и приобретении знаний, независимо от того, какая она, электронная или же бумажная. Помните, книги – это бесценное наследство, которое оставляют предки своим потомкам. Это путь к познанию вещей и явлений. И поздравляю, квест официально для вашей группы пройден. Будем подводить итоги, вручать сертификаты. Благодарим всех за участие.